Здравствуйте, это программа «Ревизор». Этот выпуск мы посвятим одному из самых масштабных проектов для нашего региона и страны в целом – переселение из ветхого и аварийного жилого фонда. 31 декабря 2017 года программа завершает свою работу. Итак, поговорим, сколько было построено и, самое главное, как. В соответствии с данными государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ в список по расселению в Республике Коми было включено 776 домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Всего планировалось переселить 8,5 тысяч граждан. Причем 3 тысячи в рамках первого этапа. Это 2013-2014 годы. В срок уложились только Воркута, Сосногорск и Усть-Куломский район. В результате новое жилье получили менее 500 переселенцев. Остальные муниципалитеты пообещали завершить первый этап в 2015-м. Но к концу года лишь 8 из 14 выполнили свои обязательства. Сыктывкар, Ухта, Сыктывдинский, Троицко-Печорский и Ударский районы во вновь установленные сроки не уложились. После смены руководства региона темпы и качество строительства значительно улучшились. Дома в рамках 3-го и 4-го этапов в отдельных муниципалитетах были сданы даже раньше срока. Однако Печора так и не смогла достигнуть хорошего результата. За реализацией программы в Печорском районе мы наблюдали буквально с самого старта строительных работ. До 1 сентября 2017 года тут планировали переселить более 900 семей. В целом на финансирование 16 трехэтажных зданий бюджетом разных уровней в совокупности было перечислено порядка 1,5 миллиарда рублей. И несмотря почти на полное авансирование работ, генподрядчик не исполнил контракт. Как следствие, здания были сданы с существенным запозданием и массой дефектов. Взять, например, дома по улице Советской. Самые часто упоминаемые огрехи – это разрушение отмостки и подтопление подвалов, протечка кровли и неисправность вентиляции. У новостроек на Железнодорожной примерно схожий перечень проблем. Например, Татьяна Богданец с самого новоселья наблюдает, как после дождя через вентиляционное отверстие в ее квартиру сочится вода. А теперь еще и снеговая влага. По моей квартире я радовалась, что у меня нет ничего. А вот, пожалуйста, видите? Почти в каждой квартире окна плачут, а в углах рам красуются грибки и плесень. Схожий процесс можно видеть на кухнях и в туалетах. В домах на улице Островского мокро и сверху, и снизу. То, что с бывшим подрядчиком ведется претензионная работа, об этом уже все знают, об этом писали и в газетах. На сегодняшний день легло на плечи бюджета, устранение недостатков строительных, которые выявлены в ходе эксплуатации домов. По заявлению представителя администрации Печоры, сейчас муниципальная управляющая компания «Альтернатива» занимается изысканием средств на устранение огрехов. Срок до 31 декабря 2017 года. Тогда же должен быть сдан еще один объект второго этапа программы по переселению – дом на Русанова. Его в авральном порядке завершает компания «Ленстрой». Отделку мы сделали, фасад мы сделали, благоустройство мы сделали полностью, Ленстрой компания. Все системы, все отопление, канализация, полностью наша компания сделала. Жильцы радуются, качество хорошее, жить можно, дом теплый. Буквально на днях всем новоселам представили возможность посмотреть на будущие квартиры. Впечатление для первого раза хорошие, аккуратненько все сделано, отделка аккуратная, пока еще не жили, а так поживем, увидим. Еще один муниципальный район, где возвели 14 двухэтажных зданий по 24-28 квартир для переселенцев. Со сроками тут было относительно неплохо. Вот только материалы панелей подкачали. По словам жителей, дышать в доме невозможно из-за неприятного химического запаха. Мы надеялись, что новое здание, и это все выветрится. И в дальнейшем все будет хорошо. Жители потребовали проведения экспертизы. Измеренные среднесуточные концентрации формальдегида и аммиака превышают допустимые нормы и не соответствуют требованиям СНИПа. Пробы воздуха и образцы строительных материалов брали, конечно, не в каждой квартире, а только по заявлению конкретных жильцов. Нам сказали, как распространяться будет на все. А оказалось только на одну квартиру. Все. Выставлять претензии некому. Подрядчик исчез, как только сдал строение и получил окончательный расчет. Дома по конкурсу пришлось отдавать на обслуживание в одну из управляющих компаний ЕМВ. Вот посмотрите, у нас здесь есть план-график устранения выявленных нарушений. Он разрабатывался стройнадзором Республики Коми совместно с администрацией района. Вот у вас есть такой же план-график? Вот здесь есть сроки. Заполнение герметиком образовавшихся швов. Это должны были делать
сделать в июне месяце, в июле месяце. Установка радиаторов в март месяц, на сентябрь перекладка напольной плитки. Это вот только по этому дому, который вы обслуживаете. Это реальные сроки были назначены? Да, ну просто здесь они у вас не отмечены. Так-то у нас они уже с датами, с выполненным определенным, где-то не выполнено. Мы отписывались, и вот этот план-график, в принципе, уже на 70% заполнен. У меня вопрос. На устранение всех этих недоделок требуются деньги. Если подрядная организация вам средств никаких не оставила, за счет чего вы выполняете? Приходится за счет средств. Собираете? Да, больше нет других денег-то у нас. Только за счет собственников средств, которые они нам оплачивают за коммунальные. Ну, приходится закрываться, да, вместо того, чтобы, допустим, определенные вещи делать, хотя бы городок потихонечку что-то делать, там, те же самые вытряхушки, контейнерные вот площадки добавить бы. По сути, управляющая компания может устранить какие-то мелочи, избавить помещение от запаха целиком им не под силу. Чиновники, в свою очередь, утверждают, на момент заключения контракта застройщик предоставил все необходимые документы и сертификаты качества. Так что сомневаться в гигиенических и санитарных свойствах панелей не было причины. Дома перед приемкой осуществляли как и предварительную приемку, так и уже окончательную приемку. Это совместно проводили и с общественниками, проводили приемку этих работ. Проводилась приемка и в присутствии Государственной жилищной инспекции, Государственного пожарного надзора. Даже был такой у нас момент, что и прокуратура района, понимая важность поставленной задачи, также осуществляла, по крайней мере, визуальный осмотр они тоже осуществляли. Значит, на момент приемки, окончательного уже подписания, серьезных нарушений выявлено не было. Окончательное решение по качеству возведенного жилья в Нижпогосском районе за прокуратурой. О состоянии дел в Печоре и Нижпогосском районе на данный момент мы попросили рассказать первого заместителя министра архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства Коми Сергея Двуреченского. Самый большой по объемам был у нас Печорский район. Там больше всех построенных домов и больше всех дефектов. Скажите, пожалуйста, когда и за чей счет будут устраняться недоработки в Печоре? Работа тоже ведется. Задача поставлена всем муниципальным образованием до 31 декабря завершить все эти виды работ, которые были определены фондом. Еще один муниципалитет, который постоянно находится на нашем контроле, это Нижпогосский район, город Ема. Комиссия межведомственная создана, она уже выезжала на место. Я был на этих домах сам, прекрасно понимаю состояние этих домов. Но давайте так, что после проведения всех экспертиз необходимых, это и строительная техническая экспертиза, и химическая экспертиза, которая уже четко один раз поставит точку. Дома пригодны для проживания, либо дома непригодны для проживания. Общестроительные работы завершены, но остались дефекты. Скажите, пожалуйста, каждый ли муниципалитет представил план графики по устранению строительных недостатков? Это все отслеживается, соответственно, все селекторные совещания, которые по субботам проходят с муниципальным образованием, все вопросы проблемные поднимаются. Поднимаются вопросы, если есть несоблюдение по срокам графика, это все обсуждается, доводится до руководителей, чтобы вовремя выполняли те же свои же собственные графики. Программа по переселению будет продолжена. Скажите, пожалуйста, что мы сейчас должны сделать до 2019 года, чтобы в следующий раз быть более подготовленными к этому большому грандиозному проекту? Когда будет готова методика, будем тоже уже смотреть, учитывать те недостатки, которые были в рамках реализации этой программы. Соответственно, это плотная работа с гражданами, которые будут переселяться из аварийного жилья. Если жилье будет новое возводиться, то чтобы не было у нас опять домов из СИП-панелей, я всем говорю, что на севере ни в коем мере нельзя строить деревянные дома, необходимо только каменные, с нормальными энергосберегающими материалами, для того, чтобы люди себя комфортно чувствовали. Программа переселения из ветхого и аварийного фонда будет продолжена в 2019 году, поэтому у муниципалов есть всего 12 месяцев для того, чтобы провести полную инвентаризацию жилого многоквартирного фонда и составить реестр аварийного жилья. Никто не позволит ремонтировать деревяшки, например, под снос, как ветхое за счет средств граждан или же фонда реформирования ЖКХ. Ну а перед чиновником высшего уровня стоит особая задача – проработать механизмы будущей программы с учетом ошибок, допущенных с 2012 по 2017 год.
а в этот четверг будем подводить итоги уходящего года. Вспомним, какие объекты попали в поле зрения редакции программы «Ревизор», а также поделимся результатами нашей работы. Не пропустите эфир.